Заниматься я начал вообще стендапом в Хабаровске. Один себе пишешь материал, выступаешь, это странно. Лучше я буду писать материал всей нашей команде один. ЧБД реклама ты руглутынде. Ага. Как это вот происходит? Ну все, второй шанс проебать нельзя. Жестко набухался от волнения, короче. Снялся, еще где снялся? На лейбл Коми, в ЧБД. Альтер-эго нужно. Васкес Габидзе я буду. Вот так. Какая-то фишка нужна. Техническая вечеринка, я выхожу такой. Здорово! На сцену выхожу, и этот же стакан пытаюсь об голову разбить себе, короче. И так, тащ! И он не разбивается, как в кино, короче. Тащ! И у меня чуть-чуть кровь идет, и такой, Летаем. Орио, хечинда. Давай. Орео вообще... На них же знаки рун на печенье. На печенье Орео. Рун? Да, древних скифских рун. Где? То есть вот эти вот узоры придумали иллюминаты. А чё, ол кейлер спонсорит булданда? По-любому. Уна китайская кола. М-м-м. Именно баночная. Баночная кола. Тема. Вот в такой модерности сейчас, да, как будто бы в аниме живем. Чистый Где? прикол. Где? Бастан кора гаджетивайта. Типа китайская кола. Пахай. Да. Он не очень. Это уже жена кола хох плала. Наши дети уже не узнают тот самый вкус той самой колы, возможно. А то бы чуга спорта. Ну это китайский Новый год. Вот китайская кола под китайский Новый год подходит. А китайский Новый год когда? Он не в наш Новый год. То в целом фастфуд, когда сыгнаган или бартын хайгындын диета там тугре хебеппин. А, в этом плане? Типа гастагы хеган испепкен. Типа он кудук бала. Ты хорошо говоришь. По идее так и надо. Но я такого не делаю. Я-то тоже вот. А чё она типа пофиг? Ну, пофиг, по идее пофиг. Ночной жор жестко. Ночной жор, вот у меня компульсивы, да, бывает, я ночью срываюсь, кушаю вообще всякую всячину. А можно я очки переодену? Давай. А, я же уже переодел. Это мои очки. Күнде оттар, мен кітірілер Вася Габышев, Аммачата. Гордость семьи. Гордость семьи, Бабушкин самурай, стендап-комик. Онатан баскалын бисеқпін бар бұтым ратта. Онатан бастан Москваға стендаптар саңа жылларығар Нұргүн Атақова көті тиян жетім, онна барытын. Айдығын? Эдибин. Онтан ол хағына ән тоғатын диалог біле Roast battle in baita bihigi hewet in diego Vася Gabышев типа травла хуйт кинаем баллар теде Гурам Амарян бара Саша Малой бара с ким кохсинен ким олар будет Артур Чапарян igen оголгонна şey бай тусовка кида будum типа но şey батык кылжартын диалог свой этенде аны кылымын Нихуя, дяна абдым типа сахачатра Москвага, стендап тусага Нұргүн мунаян типа чокка жагат. Вот күнде оттар ким билбек болгана саха стендап күн сахалы стендапер болады. Та саха стендапера нучалы стендапка. Россия стендапыгар биллер чаппыт. Онуттан тох болады. Короче, вышел я на российский уровень. Да, ЧБД реклама тыгар. Да, было. Росбаттл. Да, прожарка. Бастана прожарка лаута. Ну, такое было в моей жизни, да, вышел я туда, выбрался. Джикей чат. Джикей. Онуттан баска үксүн
Чылы ханаран, де. Эти тохтан халтан, типа, аммага мес кола жан мандык. Ana amma bilmedin. Ага, бейте амма. Hı? Бейте амма. Evet amma beyte. Ага. Bu amma beyte. Амгинская средняя общеобразовательная школа номер 2, русскоязычная, да? И я вот с бабушкой всю жизнь воспитывался, она у меня тоже вот на русском говорит. Но вот сейчас, особенно вот на данном этапе жизни, прихожу к тому, чтобы вот уже начинать, не то чтобы изучать, я по идее знаю язык, но вот говорить, ну что, понимать-то я понимаю так-то. Понимать я понимаю. Ты до этого рецепт шарлотки, да, говорил? Ты го? Ты примерно манныки васка. Бәтигар әнжікте юмордах. Оны ол юмор гынан антан Москваны тоқтадаған же. Покорил девку бола булады. Ну там как вышло? Заниматься я начал вообще стендапом в Хабаровске. И формировался там, короче. Хабаровский государственный университет экономики и права. Блин, как меня наши земляческие движения там спасали. Наши всегда накормят, наши всегда там помогут. Жестко Новый год в общаге встречали. Вот. И там стендапом начал заниматься, хотя вообще, по идее, это у меня КВН еще был в жизни. Да. Ну Чалы КВН, это Саха КВН. Ну Чалы, но Сахалы тоже был в МГ. И знаешь, что было? Ту команду КВН собрал нас Дмитрий Давыдов. Ага. Он у нас в школе детским организатором тогда работал и собрал сборную команду из старшеклассников и нас. Мы пошли, короче, Дом детского творчества, ДДТ, Амма. И, по идее, это Сахалы стендап. Но мы, стендап говорю, КВН. Ага. А мы на русском показываем там миниатюры. И мы стоим, короче, и мы идем, как будто бы, и нас и не оценивают, как будто там двойки нам ставят жюри, короче. А там с Балугура, там Витюня приехал, все жестко разъебывают, короче, на Сахатыла. Мы такие, блядь, что такое? И в моменте мы вот так стоим, и из-за кулис Дмитрий Давыдов такой выскакивает, такой, чё, вы хотите здесь быть, нет? Мы такие, да хз, что-то непонятно. Такой, ну пойдемте. И наша команда уходит, и там жюри такие, Амгинская средняя общеобразовательная школа номер 2, вы куда идете? Мы такие, ну все, мы не участвуем. И мы снялись. И мы приходим обратно в школу, и Дмитрий Леонидович достает, короче, торт. И разрезает нам торт, и мы вот так торт похавали, короче. Это вот единственный случай, когда вот Сахалы... Педагог. Педагог, Дима. Вот, блин, это типа, он там, ну что, типа, вы... Хотите выйти, да? Да. Дима не кассетер? Осторожно, он знает то, что они типа уже сломались, если они выйдут, то они получат по-любому травму. Олег бесполезняк был, Сахалы легко начали материал, там порожняк был бы. Олег начал седать, там Дима Давыдов, Олег Карахпар седать, короче, Дима начал седать. Ты его сейчас еще так четко спародировал, когда сказал, как он. Да, типа... Хадерник паток тохтырбатта. А так мне вот интересно спросить тебя. Вот ты не думал, вот Бурнашов, Давыдов, ты, ну вы же заикаетесь так? Да. Вот это ты не думал, типа, собраться всем? И че? И что-то придумать, я не знаю, то, что это вас объединяет, я не знаю, может из-за того, что вы заикаетесь, поэтому вы такие, типа, фильмы снимаете, поэтому вы шумите, типа, вы, может, продали душу дьяволу заикания, типа, в детстве. А таким синет конкурса был, да, кетинче асыллах, ухилбекке кетупиче, онна Тимиринен как раз, онна Хилбек сүйігі хилбекке хигар да короче кытынныбыт аны мен калага дибим болады. Он конкурска Дима Давыдов бар, он Степа Бурнашов бар, он ким Арсен Томский эме бар, он ол Арсен Томский тугар хори буйда история тегар. Типа бүгүн калагайдар сиестра болду деген. Типа Точно всегда упорно. Потом он там не на аяк хиннеге тажута типа Дима калагай Степа калагай аниме калагай чона типа крутой режиссер мулам индия поду типа шутки были так потом то просто на ну влияет да вот яну. Как так совпало? Это же интересно. Я вот об этом думал, даже шутку какую-то написать. Но это интересное совпадение, то есть. Да. Мне это как-то даже это. Вот он
Огоджан, конечно же, махидаче. Травма бамбуллади. Жесткая травма курдук, манок шок, тохал бутом. Полярная звезда. Конкурс, который? Да. Она, манок деревня была ну, типа, ровесники булан бардовут, кытындывут. Но мы стали дипломантами третьей степени, походу. Манок мужской ансамбль булан травут. Награждение типа. Аллах бит там сидя, он там ведущий маннык, когда он были казбиди, оготтан ат иташ типа, как тебя зовут, как тебя зовут, как тебя. А я знаю то, что я Корякин, Коля, то есть это по-любому Калядин, короче. Он вообще маннык жестко чуган ебать, прожектор вот, залка стивали мотан, пам-пам, Коля, мин Октябрь слева ким турар, эме бир калагай бол турар. Оно чакини калагай да тагана типа нормально барыга дибин була мен кихинен маны кадер билли бака ахалы диханым. Турдум ким я Андрей типа ахалы короче. Аба дим исподромун. Анта мен жа калагай да типа ба зал күлле. Күлмен аре инди бода билише онта атын не Коля була, не калага димим на баше, не зал күлен тоховар була. Вот, колор самылахан стресс болот. Да. Но зато, бле, таксам баран товарыстарым, бле, күлбүттера, но, бле, по приколу, а так, бле, ванык уйгуй кудук хога, типа, в плане, как бы в поддержку кудук, это, типа, так, маны, эн чумогон дев кудук хога, лорол хин нормально. Унатан кыргыттаргытта бисиге ген проблема были, типа, ванык, унан учалы бу саңран нахпанаме, калага дивна, так, ол киностарга, бетим нет, наверное, бля, да, вот они. Может быть, создается какой-то, бля, внутренний мир, бля, калага дир боланган тора, ванык, ари закрывайся, ингран боло, типа, ну, курдук бар болаче, типа. Минусе плюс дисака ин хачо тагам олehen басты класска ин кирарга доктор балар типа. Огола бара нормально сумкалактар, мен детсаты били битер батак болан битер даха били сумка беле Николаев сумката. Ага, ол мега хогата. Ол мен жиим хумкатынан бар бутун. Маны калланки женской, короче. Оны кимде мен yok патага жига. Колор хин бу татавастырбын кете бисебен булади. Оны типа бары yoqта жана бу кимде yok патага, конечно. Но испер бунур кан чувствует типа. Бары нормально сумкаактар мен. Теник тога түттен индигете бил социализация түнен хин кыртык испер кирен спитим. Дисака жабаккабын кине короче типа. А так в целом бетем калагайда. Ну случайность, наверное. Ну, по-любому есть у этого какие-то смыслы. По-любому, я вот так думаю. У меня был знакомый, который заикается, он комик. И в этом плане, когда работает заикание, люди вообще жестко ждут шутку. Типа у него шутка уже в том, что он, ну, вот так вот говорит и еще шутки говорит. То есть там ожидание, это как шутка работает, типа ожидание и слом какой-то. И там вот товарищ, он прям умел этим, знаешь, как... Пользоваться, да? Ага, как орудием юмора, короче. И вообще прикольно. Мен, наоборот, были хохкан хатырдым. Постоянно, чтоб заикания вообще не было. Когда вот пытаюсь по-русски говорить, блин, темп сразу же лох минусы там и медленно вот так, типа. Антон хакалыхан рангожет. Потому что наш язык такой, мне кажется, как это объяснить? Чапчике? Ходургу? Evet, раз тохтахто. Ну вот он... Бай, скорее бай, да. Но... Типа раз это такие карты. Антон, когда я скачете Хабаровского детина, он jangan выступает директинду стендап. Это же новар. Вот когда бисивикины стендап. Ну, были... YouTube, то Эвитер. Большое влияние ждал стендап на ТНТ. Именно как просмотренность, именно как он в первый раз, я увидел, что такое стендап по ТНТ, по телеку, короче. Тогда вот это... Я ходил к маме, чтобы ТНТ смотреть, потому что у нее спутниковая тарелка была. У нас бабушки типа не было. Типа ТНТ, когда баран, было такое время, где? Да. Спутниковая тарелка. Спутниковая тарелка. Это что вообще такое? Что это такое? Почему я стучал по ней? Вот так. И каналы ловились. Это что такое? Вот так как картексы давали.
и, типа, попадает в эту радиоволну, да, типа, спутника. Я не понимал вообще, как это. Это манок были уровень нигде. Мгм. Тарелка. Он же был дорого. Вот так, вот здесь, вот тут точно наши пришельцы увидят, и мы поймаем ДТВ. Все, кайф. Да, типа такого. Поставили. Вся Амга в этих спутниковых тарелках же была. Вообще страшное зрелище. Пентагон так не выглядит, как Амга в 2009 году. Это вообще что такое? Да. Я Он- тогда такой, ага, ТНТ, стендап, вот так делается. Этинен Прикольно. скулами нажан. Школа. Ну и тогда я не воспринимал это как это. Просто смешно, да. Просто смешно, что-то юмористическая передача. И все. И Помимо КВН, помимо КВН как раз таки. где вы круто Ага, что-то ага. вышло. У меня вообще забавно, потому что вот у меня КВН — это «Бабушкин мир», это телевидение, это вот первый канал. За неимением других каналов, вот я смотрел КВН, но тогда еще первый канал был крутым именно в плане развлекательного медиа. Это «Прожектор» Перес Хилтон, это «Большая разница», это «Большие гонки», йоу, это «Yesterday Life», еще какие-то, короче, темы. Городские пижоны в 11 часов включались там сериалы типа «Шерлок», там типа «Карточный домик». Я такой, Да-да, «Воу». Шерлок Баратова, первый канал, кстати. И я тогда, первый канал в целом, норм. Но бегать к маме, бежал к маме, чтобы там ТНТ посмотреть, типа Comedy Club, стендап на ТНТ, Универ, реальные пацаны, короче. Тебя вы куду. Мгм. Антон, типа, Антон, стендап был меня ведь бастан боровалым, типа, попробуй что-нибудь такое вот. Как это было? Друг из общаги, он первый туда пошел. ВКонтакте что-то запись увидел, короче, и вот сходил, и там все девчонки из общаги к нему пошли поддерживать. Вау, пойдем Сашу поддержим, первое выступление, вау. А я тогда такой, блин, чё один себе пишешь материал, выступаешь, это странно. Лучше я буду писать материал всей нашей команде один и выступать вместе с ними. Вот так. Барабинга. Ага. Ну, тоже странная тема, я реально всей команде материал писал. Было такое дело. А потом такой, блин, может реально самому себе попробовать? И у меня насмотренность тогда из стендапа было вот стендап на ТНТ, и вот тогда же сильно стрелял Нурлан Сабуров с его вот этой подачей, да, вот наглого чувака в костюме. И я такой, я азиат, у меня есть пиджак, похуй, выйду тоже такой, бля, мне похуй, выступлю первый раз, короче. Жестко набухался от волнения, короче, в баре там выступал. Так на листочке выписал какие-то вообще очень простые шутки, там типа обманки. И жестко зашел. Жестко зашел, все таки нихуя себе. Я такой, что-то прикольно. И уже в следующий раз, через месяц только пришел и уже начал более-менее регулярно как-то выступать. И пошло-поехало. И пошло-поехало, потом мы там сделали первые А что, дальневосточные... разве обраган нигде, да, сразу? Нет. Давай, дальше касаемся. Дальше мы там начали, у нас комьюнити появилось, первый хабаровский стендап-клуб. Мы выступали по барам, потом сделали первый дальневосточный стендап-фестиваль. К нам приехали из Владивостока, из Комсомольска на Амуре, из Биробиджана, из Якутска мы тоже звали пацанов. Ну там вот эти билеты из Якутска. Я вообще не знаю дешевые билеты из Якутска вообще куда есть. И вот обратно сюда. То есть во все направления, даже до Хабаровска я летал, когда учился за 25, там много, короче, денег. Вот. Я ходил, выступал, что-то все с пацанами там знакомился, все, они такие там. Женя Ханюков, который сейчас в Москве, вообще респект, шатаут, ему там Влад Онищенко, Дима Ткачев. Короче, много пацанов. Миша Попугаев. Все были заряжены, и потом, я помню, у нас был концерт в Дальневосточном университете путей сообщения в их большом актовом зале. И тогда я такой, а может здесь я попробую чуть-чуть с ума сойти? Чуть-чуть позволить себе чуть больше, чем просто выйти там, шутки рассказать. Может, я сейчас поору, может, я со сцены выпрыгну на зрителей. Может, я что-то такое поделаю? Альтер-эго нужно. Васкес Габидзе я буду, вот так. Пусть меня объявят Васкес Габидзе, и я что хочу, то и буду делать. Меня объявляют, там сидят студенты, короче, актовый зал. Я там, там стул, там не стул, короче, выхожу, прыгаю, там такой, вот так, я сейчас вот так выступаю. И все, короче. Все такие, это странно, страшно, кринжово, но смешно. Я такой, заебись, что-то работает, короче. И потом эти границы начал, могу похуй, я там, у нас, короче, комеди-кафе было,
Мы там были резидентами, типа. И на постоянной основе вот я работал, это первые мои деньги за стендап были. Ага. Там типа смена 2000 рублей была, ну, уже заебись. Мы там шоу делали, выступали, мероприятия организовывали. И вот на одном из таких стендапов в этом комеди-кафе я иду, короче, вот так с стаканом воды и на зрителя вливаю воду, короче. Не намеренно, я не настолько, ну, прям крейзи, но я шел тогда, и на зрительницу вылил, там, ты чё? И я такой на сцену выхожу, и этот же стакан пытаюсь об голову разбить себе, короче. И так, тащ! И он не разбивается, как в кино, короче, тащ! И у меня чуть-чуть кровь идет, и я такой, бля. И люди жестко напряглись, типа, бля, чё делает, бля? Ну, хотелось угорать на максимум, короче. Это, то есть, тебе было смешно? Ага. Тебе было по кайфу? И пацанам-комикам тоже было смешно. Ага. Дикенди. И вот с 2016, 17 по 19, пока я жил в Хабаровске, я занимался там стендапом. И 18-й, получается, год, декабрь, да, у меня защита диплома в мае, через полгода. И я в Новый год, вот такая идея фикс приходит. Я в этом городе все сделал, что мне нужно, стендап, все нормально, мне нужно ехать в Москву. Что? Защита диплома через полгода? Похуй. Я пойду к своему декану, он у меня КВНщик, он мне там поможет, он поймет меня, отпустит. Я так и делаю, так и происходит. Большой респект моему декану. Он такой, Вася, это круто, что ты идешь за мечтой, но у тебя защита диплома через полгода. Давай хотя бы я тебе напишу эти академические, короче. Едешь, да сдашь, если что. Ты в любой момент можешь вернуться. А я такой, нет, я уезжаю в Москву раз и навсегда. Все, спасибо за понимание. При этом моя мама, моя бабушка, моя семья, короче, жестко переживает, потому что для них образование, типа, это пиздец. Диплом вот, короче, там есть вот. По идее, взял. По идее, вернулся, взял. Но на тот момент я думал, что не вернусь. И 31 декабря, Новый год, я встречаю в Москве. Да, меня тогда Денис Антипин, Костя Бондарь, туда приходил Серега Орлов еще на тот момент, когда только начал, короче, вот в Жулебе, на Котельниках, короче, квартира, мы жили там, меня Дэн приютил, и декабрь, январь, уже мне нужно там искать квартиру, все, короче, двигаться, я выступаю, для меня это Москва, это новогодняя Москва, это, короче, сказка, это мечты, я иду к мечте, короче, все четко, но проблема с деньгами. Как зарабатывать деньги? И тогда у меня приходит охуительная идея. Вообще самая... То есть до Волка с Уолл-стрит такой идеи не доходило. До меня дошла идея ставить ставки. В моей жизни появляются ставки. Это пиздец. Это вообще пиздец. Я, короче, такой... Ага, ставки на спорт. Это получается, я вот так сейчас поднимаю деньги, выступаю в Москве, жизнь удалась. Идут у меня, начинается вот это... Футбол? Футбол. Экспрессы. Экспрессы, да, вот эти экспрессы, пиздец, с коэффициентом нахуй 1200, блядь, чтоб я поставил 100 рублей, у меня было 100 тысяч денег, очень много. Классика, да? Да. И вот тогда, это сейчас я могу про это говорить, то есть с приколом, с улыбкой, потому что... Камера было жестко, да? Да, было жестко, то есть у меня там огромный путь, то есть вот на тот момент, это вот, если сейчас мы говорим, это на тот момент у меня появилась игровая зависимость, на тот момент я стал игроком. Когда вот первые выигрыши идут, ты думаешь, все, я пиздец понял, нахуй, систему взломал, бля, пиздец, нихуя себе, так. Ты же умный, Абба, ты умный, да, красный. Золотая медаль. Золотая медаль, да. Жестко, тох, это даханы физика, математика, и не куда, жестко даханы. Олехин, типа, кистях пунктах нихуя не так. И нихуя не так. Были первые выигрыши, на тот момент я чувствовал себя комфортно, такой, о, все, заебись, двигаюсь. Типа, сотора, да, или... Были мы хотта ханар балладе. И не жестко хастаринда, были уттар сира ханар има башиде. Да. Да, типа, он нугу интая хаташинда. И то маннык алгоритм была хатавдында. Машиш. В смысле, скачки, да? Да. Типа, фанбет, экран, он уттар сира. Ага. Видео идет, короче. Ага.
Он, типа, в какой-то момент видео повторяется, Индия вокруг были люди, маны хроналар ведь. Типа, запоминают, типа, он на... Ол алгоритм чугахатагана, типа, уже ставят. Типа, ну, инкундук тугудагану тохтаватанда. Со временем все было. Все было со временем. Что перепробовал разные методы. Да. Пиздец. Знаешь, самое... Короче, у игромана, у лудомана, да, самое вот хуёвое, вот, когда вот это уже точно у тебя зависимость, ты точно играешь, когда ты, бля, ставишь на чемпионат Сингапура, бля, чемпионат Колумбии, бля, Южной Африки, бля, какая-то хуйня, там, бля, даже нет трансляции, там просто ты схему смотришь, как мячик от ворот до ворот, и молишься жестко, бля, пожалуйста, 10-я лига, блядь, Зимбабве, забейте гол, пожалуйста, я вот парень в Москве вот спрошу, короче. Это пиздец, это бред. У меня начались тогда первые долги в Москве, короче, первые долги, я ничего не смог сделать, у меня мой мир обрушился. Типа стендап-тыгын, выступаешь, он качин ханаза. И все, и вот стендап, по идее, остался. Долги, микрозаймы, макро. Жестко бахталтыган. Жестко. Хайдах, хаятын, тахан барды. Со временем, вот я-то думал тогда, короче, тогда проебался жестко. Вот нагреб себе долги, мне нужно съезжать в квартиру, искать работу, но уезжать я не хочу обратно в Хабаровск. Я не хочу, чтобы, ну, типа, я сдался. Я все сделал для того, чтобы я сдался. У меня там мама, бабушка на проводе такие: ты же говорил на каникулы в Москву, уже типа конец января, ты что, учебу бросил, что ли? Жесткий стресс, короче, здесь я в проблемах. Я такой, я отработаю деньги, закрою долги, короче, похуй. Я поеду работать вахтовым методом. Еду, короче, на собеседование, Москва, вот, январь. Это на шоссе энтузиастов, на вахтовый метод фасовщиком чая работать. Приезжаю туда, рядом мужик, у которого не первая вахта, это уже там заявление пишет, рассказывает, как мне заявление писать. Я вот так в окошечко заявление сдаю, и мне там женщина такая: так это женская работа, фасовщик чая. Ты что думал? Ты у нас разнорабочим поедешь. Будешь металл таскать, металл резать. Я такой, бля, это что за реальность вообще? У меня 4 месяца до защиты диплома, я в Москве сейчас поеду, блядь, в Измайлово, нахуй, работать разнорабочим? Мне 19 лет, это моя мечта, это, блядь, American Dream. Это что за хуйня? Это я куда попал? Москва? Ага, Москва жесткая. Я вот так еду с сумками, вот так и думаю, не, все, надо уезжать, короче. И мама мне это, такая: все, возвращайся в Хабаровск, все, вот, билеты берем, все, я приезжаю в Хабаровск, доучиваюсь. У меня еще долги везде, все в долгах, короче. Даже по общаге я у друга жил, короче. Писал диплом. Компа не было, потому что я комп продал, вот такая тема. У меня был комп, который клавиатура от ноутбука, а экран от компьютера, и там проводами соединено, я там диплом вот так писал. И все. После того, короче, тот раз я так вроде погасил, меня шокировало, я такой: все, нахуй это. Эти ставки, блядь, хуйня. Я буду работать, нормально работать, все, закрою долги, все. Диплом получаю, возвращаюсь в МГУ, кладу диплом дома, маме, бабушке говорю: все, вот ваш диплом, вот я доучился, я свободен, все. Дальше я буду идти, короче, сам. Свободно плавно. Ага. Долгуем битюн. Ага. И, короче, летом работаю в МГ еще, охранником детского сада. Это мама устроила. Я летние ночи в детском саду, в который я сам ходил, провожу как студент, который работает охранником. Сам понимаешь, летом, что я, бля, в 19 лет буду, бля, как вахтер сидеть, телевизор смотреть, что ли? Не, жесткие вписки, детский сад. Бля, давайте выйдем на крышу. Мы не выходили на крышу, когда пиздяками были. На крышу выходим, рассвет встречаем, мне потом там звонят, там, директор садика: Вася, там какие-то люди на крыше, мне соседка позвонила, проверь, пожалуйста. А это мы же, я охранник такой: ой, да, сейчас проверим, кто-то там ходит, короче. Бля, пацаны, спалились. Нет, да. Это, бля, чаттар обычно, где? Белые ночи. Типа, Вася, дисакли, так халтны, да, короче, да. Явно нык болар. А детский сад еще мощный, большой такой, там вообще прям. Хангаде? Или... Ну, каменный просто, по идее, не новый. Это Нортанд. Все, 3 месяца охранником отработал, и говорю: в конце сентября я в Москву.
И мне бабушка, семья уже такие, уже, когда я уже ездил в эту Москву, когда я там факапов набрал, когда я накосячил, они такие, успокойся, какая Москва, мы тебя здесь в администрацию устроим, ты закончил, образование есть, тетя Зина тебя устроит. Или охранником будешь работать. Я, бля, думаю, вы моя семья или кто, блядь? Вы мои амбиции вообще сейчас где они, где? Какой охранник, какая тетя Зина, какая администрация, вы чего, типа? Мне в Москву надо, я же, выступать хочу, я же хочу. А как им объяснишь? Я хочу поехать туда, чтобы каждый ебаный день выступать в барах бесплатно, в надежде на то, чтобы тебя кто-то увидел, заметил, и тогда у тебя что-то получалось. И они такие, ну. Я в итоге уезжаю. В октябре приезжаю в Москву. Но все равно, типа, то-то, да, типа, в тебя не верили, получается. Ага. Ну, потому что вот я накосячил, потому что вот такой опыт есть, по идее, их тоже понять можно. Ну, первый раз, поддержка была. Да. Ага. Что ты ставка инидер кемгар, ты уже Росбатл был или нет? Ох, нет, не было. А там был Кисбадыгар. До конца. Ага, до конца. Айкы. Второй поход на Москву. Жара. На зубах, на характере, короче. Ну, ты не хамин ты гирим жантан. Ну, или тогда была история, как ты те лейбл комгай, когда. После... А там небольшой промежуток. Вообще. То есть вот уже октябрь, я приехал в Москву, мы снимаем квартиру с пацанами из Хабаровска, с которыми занимался стендапом. И считай, октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, январь-февраль, через 5 месяцев я узнаю о том, что канал, короче, будет для комиков. У кого есть опыт Росбатла, да? Пишите. Лейбл.ком, да? Ага, Лейбл.ком, уже ныне известный Лейбл.ком. Тогда нам сказали... Ага. Напишите вот продюсеру, вот он занимается проектом Росбатл. Я написал, тогда все было свободно, тогда можно было написать, имеешь опыт, ты комик, все, идешь на техническую вечеринку. Техническая вечеринка — это когда тебя отсматривают, без съемок, формат тот же, короче, и дальше думают, что с тобой делать. И меня записали на техничку с моим другом, вот с Аликом, с которым мы жили, Алик Ибрагимов, тоже респект, шатаут. И мы пошли друг против друга, и тогда я понял, ну все, второй шанс проебать нельзя. Не надо. Мы что будем делать, Вася? Надо как-то жестко ворваться, красиво ворваться. Всегда стиль, всегда эпатаж, не эпатаж, а стиль, короче, любил с детства. Как-то наряжаться, короче. Вот у меня эта рубашка цветная лежала, которая у меня была тряпкой для пола в ванной, когда я у друга жил, когда в долгах, бля, в депрессии был, пиздец. И я думаю, вот она рубашка, хорошая рубашка. Я поверю в нее, короче, и в себя также поверю. Идея фикс. Вот так надеваю рубашку, очки. Такой, так, какая-то фишка нужна. Люди фишки любят. Приветствие какое-то. На месте разберусь, короче. Техническая вечеринка, я выхожу такой, здорово! Ну, там, кричу. И все такие, вау, что за тема? Странный чувак орет в рубашке какой-то. Я разъебываю. Прохожу дальше. Мой друг не проходит. Да. Но он поддерживает меня. Меня ставят в съемку сразу же. И вот этот период очень быстро прошел. И я попал в съемку. Это Росбатл или... Росбатл. Гость Дима Масленников. Мой оппонент, комик, против которого я там выступаю, Саша Ваш. И тогда я тоже вот уже съемка. Он на меня Ваш билет это. Сметана ТВ. И сейчас ведущий очень многих проектов. Ага, Ваштин ты блин билет. Но он хагана билет это. Ты меха хадера Росбатл хагалам мутер, ну типа. Стендапер диу. Куртук это меха. Тондук был, да? На тот момент нет. Я его тоже не знал же, да? Но когда я инфу на него искал, очень много YouTube выдавал на запрос Саша Ваш. То есть он уже был... Уже билдерги. Оно какой битен? Красавчик. Жестко. Это явно карбитин было. Вот это самый первый врыв в медиа, короче. Чока. Да. Анта мен такой итл бар, были. Чебудер реклама ты рухлутынде. Как это вот происходит? Изнутри? С точки зрения вот твоего ремесла, да? Ну, типа, я кем биллерей, там, как-то процесс, типа.
Но это кино. Съемки, интеграция ЧБД — это полный съемочный процесс, день. У меня там смена была. Очень большая команда. Роха Тим снимает, ну, то есть режиссер и его брат продюсер Максим Морозов. И я приходил тогда, сначала, когда первый раз меня позвали, это была роль, тогда снимали на «Красную жару», есть же фильм со Шварценеггером, где ваши документы, помнишь? Где Арнольд Шварценеггер, российский полицейский. Рекламатын, да. Ага, ну вот, отсылка на этот фильм, и я там официант. Просто роль эпизода. Я официант, и я туда приехал, типа, утром в 10, да, и уехал, ну, там, вечером, типа. Я просто смотрел там, как это все там двигается, какие мощные там камеры, какие у нас там, как много еды там, я всегда кушал. Я всегда на съемках интеграции всегда кушал, мне жестко там кормили, короче. И все, такой процесс жесткий, все на суете, короче. Тут костюмеры, гримеры, короче. Типа бегунчики, да? 100, да. Я думаю, больше 50, но меньше 100, где-то в этом промежутке. Какая-то массовка, да? Реальные актеры. То есть я сижу, типа, я официант, и тут тетенька, дяденька, они прям отыгрывают. Дубли. Ага, дубли, да. Постановщик драк там был, когда там Макар кидает человека. Там, типа, каскадер там был, который летает. Я думаю, мать, вообще, это что за тема? А я всегда хотел вот в таком быть. Я такой, бля, я буду кайфовать, короче. Я буду кайфовать. Кайфанул. Понравился там режиссеру, людям. И они мне начали там дальше звать. И дальше у меня там начинают появляться реплики в какой-то момент. И вот... Самое крутое появление в «Город грехов» было, да? Да. Он на вашей чокоте. Но я к себе... У меня есть там косяк. Там крупный кадр, где я улыбаюсь, мне дали команду, типа, улыбнись медленно. И смотри-ка, как я медленно улыбаюсь. У меня невралгия, короче, и мне жестко рот трясется, когда я медленно улыбаюсь. Вот так. Ага, и там крупняк, у меня жестко, блин, рот трясется. А так там в оригинале он очень красиво, медленно, вот так. А я не понял, почему они не могли... Другого, да. Замедленно сделать на монтаже. Вот ты попробуй медленно улыбнись-ка. Вот так, что ли? Это вот так, тык улыбнулся же. О, это да. О, сложно ведь тебе, плавно было. Ага. Я понял, мы когда пытаемся медленно улыбнуться, уже хотим на хомусе как будто бы играть. Тон артист был ханал, да? Он артист вера. Да, поэтому у них рот жестко натренирован. Да, у артистов мышца на рту работает. Жестко идея. А что она, типа, простой... Это простой батик было, да. Типа, того нагана, барта пам-пам-пам. Брани хендеви кута, антон. Пам-пам-пам, да. Деви кундуга, да? Все дается, короче. Вот здесь смело, короче. Вот туда смело. Антон, типа, смена сколько стоит, типа? Ну, примерно, типа, реклама, одна смена в Москве, реклама сколько стоит, ABT. Артист вот так. Ага, хорошо. Тогда я тебе размах скажу. От 10 тысяч до 47 тысяч рублей. Не, на самом деле хорошие деньги. 15 тысяч для меня тогда, да и в целом, ну, неплохо. Ну? Конечно. Снялся. Еще где снялся? На лейбл.коме, в ЧБД. Про меня там все ЧБД смотрели. Меня там отмечали одноклассники, которых я думал, что уже, ну, они уехали или... Вообще забыл о них. Они меня там отмечали. О, это же Вася, нифига себе. Я такой, здорово. Антон, дальше врага, типа, стендап вообще материалын, типа, тахал багуй баган, коловра стендап, тигар сольник, там да коловра, идит тигар, ну, чехен тахан, типа, были жестко орлов кудук тохох буллади, были баралик буллади. И ты в каком моменте ты лейбл.ком, барата чокка реклама, потом что не так было до или хайдай до. Да. Вот ити тигар тохуйдар тохтар аналар до эведер ити
Тугун став контентен галбитеду. Ага. Здесь в повествовании включается мой игорный бэкграунд. Ага. Именно что не так произошло, я, как, наверное, любой творческий человек, реагирую же на внешний мир. И когда начало все меняться, ну, там события вот начали происходить, я начал сам в себе, короче, вот этот тоже конфликт какой-то делать. Вот у меня это игрок опять вылез, и там пошло у меня прям сильное, как безумие, наверное, да. Хотя, то есть это такая форма зависимости, что вот перед тобой условно сидит там человек, и ты не знаешь, ты даже не думал, что вот у него такие проблемы. Хотя сидел бы наркоман, ну, я не знаю, бы там сморкался, чесался, у него бы синяки, там, круги под глазами. Признаки бы были, или алкоголик. А так просто человек, короче, и вот, и тогда, казалось бы, у меня все нормально, но внутри у меня вообще прям жестко было. Еще на тот момент я был в отношениях, и то есть девушка рядом тоже, она видела там и переживала вместе со мной то, что, короче, происходит, помогала мне всячески, вот. И почему я об этом свободно говорю, потому что я уже об этом на подкасте рассказал до этого, «Игромания». А так, я думаю, большая часть людей вот у тебя узнает. Я вообще на твой подкаст много ставлю. Я хочу этот подкаст, чтобы вот уже же еще то, что наговорил, это Reels «Игромания», вот так. Тык, просмотры наберем, заодно пусть люди о проблеме знают, потому что игромания — это страшная штука, ну, то есть лудомания. Не хотелось бы, чтобы ярлык вешали потом люди, типа, ну, Вася, ты, конечно, че там. Хотя у меня есть смешная история о том, как я на Матч ТВ попал по знакомству с ирокезом. Я тогда снимался в интеграции ЧБД, мне сказали, ирокез сделай, я с ним потом ходил после. Я попал на Матч ТВ в программу, которая называется «Ставка-ду» или что-то, короче. По теме? Ага. Ну, там сидит ведущий, спонсируется это все БК, и вы обсуждаете матч и говорите, рекомендуете ставку. И я такой, у меня мои корни ведут к шаманам, и я чувствую, что... Тогда матч был Аргентина. Ди Мария забьет гол. Он такой, ха-ха-ха, Ди Мария забьет гол. Ну, Вася там почувствовал шаманов. Что ты думаешь? Следующий день матч Аргентина. Ди Мария забивает пиздец какой гол из-за штрафной, вот так по дуге. Это твой гол. И это вот... А люди, которые программу смотрели, они такие, ебать, Вася, ты как это сделал? Давай телеграм-канал создавай, бля, с прогнозами. Давай делать. Я такой, не-не-не-не, ребята, я поугорел. Айкада? Жану Годи. Конечно, конечно. Ваша ставка тема тегар мен биле тохту жутум биле. Ну, бола бата типа уксанкар инде окуду. Типа давай, инде окуду. Манчестер онели, типа угоха инде окуду. Для интереса, да? Для интереса, чтобы матч посмотреть инде. Чу. Хюбепин, короче. Олен, хюбепе, это не моё, короче. Девокуду. Он там блин UFC елка интересная. Конечно же. Но UFC карараларан гона мен биле хочется. Бу типа биде хектоха. Когда укпудум для интереса, типа какая сумма, типа бесмеха, это да? Девокуду. Это крада сумма. Бесмеха. Для тебя крада сумма. Это бесмеха, ага. Вот кассуласта. Икките хинча он хеттен. Типа биде саф клауда. Он вот попробую. Даже ты хинча да? Ты хинча будем это. Ага, ты хинча. Üski dört kihitten экспресс, он потом как-то дамде. Ну все уже нет, короче. Меня вот так, короче. Меня вот так канал ставка опен девку. То блин, если я имею туган каллагана, типа он не кап девку. А так это не заработок была, по-любому. Конечно. Вообще невыгодно, короче. Вообще не аман, короче. Девку, он так ол блин. Бәрі, типа, ваннык бәпілі болады. Конечно. Так что тоқтақ, конечно. Опасно. Опасно. Блин, ребята, нужно сначала стать Дрейком, чтобы проебывать на ставках так, как он проебывает. Он всегда проебывает, но он продолжает это делать, потому что у него дохуища денег. А когда вы занимаетесь этим и несете последние деньги, и занимаете, и продаете,
ну, это уже, конечно, показатель, это уже плохо. Поэтому уже, если, кстати, нас смотрят, да, возможно, люди, у которых есть история с игрой, пусть напишут мне. Потому что я знаю, что с такими людьми делать. Ну, Вася, ссылка-то вам была в описании. Белехапо. Но... Мы будем жестко экспрессы ставить, прикинь. Собрал тим, да, команда. Я собрал лучших из лучших. У тебя 5 заходов из 6. Так, еще и бадебаннык открыта теманы докторын. Хим бираттан кимера эгиттен качы хам баран типа берелик жаныңыме балдары болды да. Конечно, типа унулу бу хайхаябы татаны хинспаниманиям сыганалары болду хандагады. Тан багын оны өйдөп болахына олата хин караңага тыкпыт сырдык кырдык теки талахар боланды. Онтон бу жокусайга калин чоно тохос улахан хос события потебаягат холобрах Хабаровская, потом Москва, потом Джокускай, Москва, потом Алмата, где? Алмата, да, Казахстан, где мы с тобой познакомились. Ну, Чугайдик, поста Москва, Антон Тоха, Алматага. Да. Чугайдик, именно хорошо, именно когда почувствовали. Прям почувствовали. Джинджер. Йоу, Джинджер, шатаут. Онналар мы бисипит, онна баханах парчана бу Джокускайга. Калангын билеген хамсана хатырын бу движениялык калбетин место силы кудукта и были переосмысление барат турар булын кудукту хайдакту билеген холура эн локкор хайдак этап хаганан сагаланан эрерих. Вернулся на родину, вернулся на родную землю, потому что вот это тоже, наверное, стоит сказать про Казахстан. То есть это тоже этап жизни. Это вот именно вот опыт. То, что ты вернулся, Диан, да. И именно, наверное, нужно было через это пройти, знаешь, чтобы какую-то ценность понять. Потому что, честно, мне здесь в разы, так скажем, лучше для именно эмоционального внутреннего состояния. Чувствуется. Потому что я сейчас с бабушкой, она приехала ко мне из Замги. Вот. Я сейчас непосредственно делаю все, чтобы вот быть семьей, находиться с семьей и с родной землей. И здесь, то есть, есть время, возможности, ресурсы, чтобы себя пересобрать, чтобы найти что-то новое в себе и работать, потому что, нужно, и есть все возможности, есть. Просто нужно двигаться и все. Антон, ханагар, химбилатан, Москваду, Алматаду, сынғы покорить, инде году химби банде. Бишкек. Не в тему. Москва. Алмату люблю. Алмата, Казахстан всей душой, прикипел к вайбу, к творческой. Ты идешь просто вот в воздухе, творчество жестко. Да, Алматага энергия бар. Ага. То, что ты, Алматага чаттара, Америка билерлер, тохы билерлер, крутой клиптар, да, крутой хип-хоп культура. Олехим вокруг барата, медика барата тох, казахской рылар, олехим хадера мандык тох паты, жан манна тугрыгна кахап, инде типа. Бу манна клип устутара инде хадера типа шөйбай айгалах, хадера салгынга энергия хачакут, хадера, да? Есть. Здесь хочется так же. А я считаю, что это от людей же просто. Да, манна ме тохпата. Халаура бихека кине гетигар онну халаура. Ким тугустаре, ким ханна бабуте, ким тугуласуте, ким яха холларе, ким яха старе, типа наккодыш. Движение барата. Движение, суета. Но сахаки кине я раскаба. Так халбакунду капсы
обсуждение было, а бахала хаос, обсуждение было, да. Да. Ну, бэйут олоху шакахы было, коловра. Виталий говорил, секс начался. Ну, но все-таки Москва. Но все-таки Москва, ага. Все-таки Москва, все-таки центр, все-таки... Тем более у меня есть должки, есть должок, который я должен вернуть. Есть должок. Есть должечек. Типа в прямом смысле, да? Типа в прямом смысле и в переносном. Короче, во всех смыслах. Короче, третий поход. Да. Третий поход у Габышева. Ну и это. Надо. Bu ахтарахтан баран кәллин, оны өсі сыналыгын болады. Оны типа помимо родных, типа өсі тоқта куйдар ханалар балар еді. Насчет родины, типа дойдың. Насчет дойдым. Типа ән күйсілар херингду, қайдақты. Я никогда не жил долго в городе Якутске. Из Амги уехал в Хабаровск. Для меня город Якутск, так как я амгинский, было событием приехать в город. И это всегда было какое-то, типа, кратковременное событие. Сейчас я здесь, типа, долго, и для меня он открывается, короче, как людей открываю, короче, как места. И хочется показать нас, короче. Я вот вижу нас и понимаю, что видит там московский зритель или зритель СНГ, будучи уже тем, кто им что-то показал, да, и какой у них запрос есть, да, потому что сколько бы я ни выступал, люди знают о Якутии, но мало, и им есть еще что показать, много что есть показать. Я не знаю, ты в последнее время заметил, что именно в медийном каком-то поле, условно там, либо в Ютубе, либо в каком-то поиске, контента с Якутии стало больше. Да, жестко. YouTube жестко. Ага. Какая-то там Панда Саха. Панда Саха, я думаю, делает жесткий брендинг именно нашего народа, да, который прям на весь мир качает. Это вообще круто. И сюда же приезжают всякие блогеры и такие, вот мы в Якутии, вот мы снимаем, короче. Это туризм. Да. И вот я это хочу делать также. То есть не то, чтобы стать каким-то тревел-блогером, но, с другой стороны, почему нет? Ставь на фоне, на красивом фоне, там мне что-то рассказывали, там стендап рассказываю. Совместить вот эту нашу органику и вот меня. Я думаю, так много наездившись, наскитавшись, я понял, что формула здесь. Я эту искал формулу там, короче. Видимо, она здесь. И мне надо эту формулу, короче, магию сделать здесь и уже туда. Он кабанам бара. Ага. Ну да. Жамнаттан подкаст путигар тимиктол, да, тимиктол. Тугати хамбараган, оннаттан аж тимиктив кола. Шо байкасити бола жаханатым колора гордосамги. Шо баты бисян хаян. Стендап тем вообще новый рэп. Это вот начали использовать очень часто, да? Но я считаю, что нет. Да? Давай. Позиция есть. Ага. Ну, то там новый рэп, тентан, тугате хатывны новый КВН девку дукту. Типа новое направление. Течение. Он ныргулохан микрофон нахтар. Такое модное, молодежное движение, как стендап. Типа молодежное движение, типа джинг девку дукта. Халва джинг тохтах, он нам были микрофон лохан, рупор лохан. То есть, типа, альбах кихистер, альбах сангау брастар, альбах билингез юздалар, альбахтар холора. Рэп рукук камигалами он была, бара рэпер была хатывы, бара джида была хатывы. Типа такого оно билигин стендап. Ну, как именно форма такого. Но комик не умеет хаслить, а рэпер умеет. Когда комик будет уебываться цепями и машинами, но это будет не то. А рэперу это идет. Ага. Это в плане ты говоришь. У кого больше микрофон? Да. Ты типа и у нас или у рэперов? Ага. Ты билигин холовра в хайпе стендап кудук булать. По идее, да. По идее, да. Подписчик-то надо ланку катахана поле. Бля, вот это подписчики, вот эта вся тема, это наша жизнь. Это наша жизнь. No. Я не называю своих подписчиков подписчиками, я называю их банда. Банда.
Сегодня очень крутой ход. Бля, очень хочется разговаривать. Последнее скажу, короче. Во-первых, спасибо, что позвал меня. Это очень круто. Я люблю ходить на подкасты, но когда я потом их пересматриваю, я думаю, ну и хуйню же я наговорил. Но сегодня я окончательно в этом убедился. Bir tur, no, надеюсь, шутка да? На самом деле, сегодня даже не получилось как будто бы поугарать так сильно много, как я хотел. Я думал, приколов, но я еще много что полезного и серьезного сказал. То есть раскрылся, то есть многие какие-то факты. Это было приятно. Я надеюсь, из этого подкаста можно будет нарезать кучу рилсов. И эти рилсы у меня очень сильно зайдут, и у тебя тоже, потому что мы будем делать совместный рилс, да, бро. Раньше у наших родителей там одни гаражи были, да, кооперативы, у нас сейчас одни рилсы на двоих. Короче, снимаем рилс, как снимали гараж наши родаки. И это... Мне с кайфом, я всегда рад попиздеть, пообщаться, потому что мне мало общения такого. Вот у меня пришла камера, кстати говоря. Да, и я сейчас начну заниматься тем, что я буду часто появляться в кадре, снимать себя, буду заниматься YouTube-каналом. Дай бог, что я вот сегодня у тебя здесь побывал. Эти люди пойдут на мой канал, а там у меня уже будет контент. Да. Это где-то через 5 лет выложим, да, подкаст? Да. Потому что мне надо подготовиться, короче. Вот. Примерно беги темпа вот так. А так, да. Вот. Я хотел сказать, что Билли Айлиш круто придумала. Она добавила всех подписчиков близкие друзья. И тем самым она сделала анонс своего нового альбома, кажется. Типа всех-то. Всех, ага. А в чем прикол тогда, если всех? Ты сейчас подпишешься на Билли Айлиш, у тебя будет зеленый кружок. В этом и прикол, когда ты видишь зеленый кружок от Билли Айлиш, ты такой, ебать, я в близких друзьях у Билли Айлиш. И она всех так сделала. Да, и шум жесткий подняла. Ход охуительный. Чаки не хамин инждах, покимера такой даме давай красавчик. Ну да. Это охуительный ход. Как маркетинг, это прикольно. Ну да. Ну биддер да хона кахати култа. Ким бастан успедан бут такой дават. Не, вы даже сейчас можете подписаться и будете близкими. Нет, в целом идти приему то. То, что уже кто-то, просто стоит, будет не то. Ну, это значит, она сделала так, чтобы люди чувствовали себя настоящими БД близкими. Бля, инста пиздец решает. Да. Я ругаюсь, нахуй. Инста не дохуя ли на себя берет, бля? Ну, бля, почему я должен радоваться зеленому кружку Билли Айлиш? Хотя я радуюсь, пиздец, это приятно. Я в близких друзьях у Билли Айлиш. Это просто зеленый кружок, охуеть. То были тохпо. Касание мордага деватта, кыжик олихин вердаган, олихин гымытын да буду. Тодошен бу. Близкие друзья. Анемеда. Чё? Близкие друзья. Там жесткая была, де. Бастан картскарата ватта. Блин, большой контент барата ватта. Ты когда в инсте зарегистрировался? Ляйби бэпин. Каслахаде. Когда у нее аватарка такая была, типа камера, да? Камера, да. Жесткая. Ты Аллах барда медине была ватта. Холовра ангардас жандар были образ жизни, холовра кадраллар, он подражает деген, типа всех хорошо деп куда на самом деле хайдам бакин деп куда чейрет тин кадра деген деп куда такимера булан куаган тин кадра да Батами шей иник ба бохтах как будто бы весь мир би диалор куда то как хайда холовра ити то ин темалар биле брап өттүнөн холовра кыгыта чөжага сыгына түннеме андыды готох болор немесе кеген аралар каралар блогерлерге подпискаланар правильные мысли ылалар холовра мана бара шей будан бах чем кухана. Вот это слово инфлюенсеры появилось же сейчас. О, иначе да, пендан инфлюенсер. Инфлюорография, да. Инфлюенсеры. Ну, я думаю, однажды мы придем к тому, что просто будем просто все в интернете. Вот прямо сейчас
Я думаю, лет через 20 мы будем уже сидеть без этих камер, у нас камеры в глазах будет, у нас чипы в мозгах будут, микрофон вот здесь у рта пришит, короче. Просто будем игрушкой корпорации. Боларо, Ну, потому что Илон Маск может себе позволить курить косяк на подкасте и запускать спутники, еще город под землей строить. А, кстати, еще Твиттер нахуй купить. Один человек все это делает. А я что делаю? Ну, сегодня похавал. Инсту посмотрел, вот так Билли Айлиш обрадовался. Такой, о, бля, заебись, пацанам расскажу. А то барынник был бахтар был. Всему свое место было. И время. И время. Ча, эхники туда видга волла. Этенга подкаст. Вася Баска Кабышев. Баскандал, Бахлый. Баскандал. Бабушкин самурай. Волга подпискалынан. Әдбәк контент дақыға. Та оннаттан бихекаме лайкта тұрырын бұл подкастқа подпискалынан. Онната әтенга болын. Ча. Заебись. Дахайда болар. Я еще сегодня думал, про что поговорим с тобой, прям выписывал себе. Да. Я вообще нет. Ну, бля, у меня вот проблема, я слишком серьезный телегу иногда, бля, завожу, бля. Вот это, бля, мне не нравится. Я хочу угорать, как комик. А я сижу и такой, ну, такая-то проблема. Вот так я думаю, вот такие мои мысли. Кому нахуй интересно? Я думаю, бля, все будут писать в комментариях, ой, блядь, ебаный лудоман, блядь, мы так и знали. Верни 500 рублей, это я, блядь, Семен Абрамов, нахуй. Переведи, заебал, нахуй, сидишь, пиздишь на подкасте, блядь. Бар болару, да. Ну, по-любому есть, конечно. Не, я раскидался, но Семен Абрамов, прости, да. Вы были бигеры хитл будто. А? Не, другой. Не в тему еще ему, блядь. Ебать, блядь.